гость – известный футбольный тренер Юрий Семин, мастер спорта, заслуженный тренер, главный тренер московского «Локомотива». Человек, хорошо знающий русский футбол. Спорт в России, по вашему мнению, инструмент интеграции в общество? Конечно, спорт, и особенно футбол, это все-таки такая национальная определенная идея. Ведь посмотрите, какое громадное количество людей вовлечено в этот процесс. Вы посмотрите стадионы по 30-40 тысяч, и они сейчас заполняются. В советские времена тоже стадионы заполнялись полностью, 40-50 тысяч, Лужники были 100 тысяч, на которых присутствовало людей. Естественно, это определенные успехи или неуспехи, отражение настроения в обществе, определенных групп людей. Либо ты после хорошего матча пришел домой с хорошим настроением, завтра вышел, либо с не очень хорошим. Роль футбола и спорта в любой стране играет большую роль. В 1998 году Франция стала чемпионом мира, а затем и чемпионом Европы 2 года спустя. Но там была смешанная команда с игроками со всего мира. Мы хорошо помним Зинедина Зидана. И позже выяснилось, что такая национальная команда не закрепилась во французском обществе. Мы были свидетелями подобных событий на последнем чемпионате мира в России. Многие игроки мигранты. Что вы думаете об этом? Я думаю, это нормальное явление. Ведь большинство из них приехали в страну совсем маленькими детьми. Они уже адаптировались в этой стране. Но сейчас и в нашей сборной есть игроки, которые получили российское гражданство. Наверное, проблема в том, что хороших футболистов больше всего все-таки рождает это Бразилия. И вот у нас 2 бразильца, они играют в нашей национальной сборной. Они здесь хорошо адаптировались, они хорошо разговаривают на русском языке, они понимают наш менталитет. Поэтому ничего страшного здесь я не вижу. Наверное, и дальше это будет продолжаться. Но и с другой стороны, это конкуренция для наших воспитанников, которые, если на какой-то позиции не очень будут сильные игроки, значит, они могут заменены какими-то другими. Это будет зависеть много от тренера, от руководства федерации. Это вопрос конкуренции. То, что касается сборной Франции. Вы помните, когда Платини играли еще? Я и помню 98 год, то же самое, Платини, Зидан, это вообще потрясающая команда. Великолепная и та команда, и сегодняшняя, которая выиграла. Вы помните, какая радость была в Париже на Елисейских полях? А вы посмотрите чемпионат мира, который у нас прошел. После матчей нашей национальной сборной, какие праздники во всех городах были. Да. Да, мы не дошли до финала. Ну, наверное, тоже объективно. Все-таки были команды посильнее. Но эта сборная многое сделала для страны, для популяризации футбола. И для того, что люди, которые приехали к нам на этот чемпионат мира, они увидели доброжелательную страну нашу. Я много ездил на чемпионаты в качестве зрителей. Один раз я был в качестве тренера на чемпионате мира в США. Тренером сборной, да? Тренером сборной, помощником Садырина, да. Но организация нашего чемпионата ни в какое сравнение в лучшую сторону не идет по сравнению с другими. Здесь не было ни единой ошибки, ни в чем. Ни в чем. Да, да. И люди, которые приехали к нам, весь мир приехал сюда. Да, да. Они увидели, что такое Россия. Они увидели отношение наших простых людей ко всему миру. Да, я согласна. Ко всему миру. Угу. Они были очень доброжелательные, хлебосольные. Это Россия. Именно. И поэтому вот чемпионат мира, который состоялся в России, это такое не только спортивное событие, это политическое. Политическое это показали весь народ.
нас показали, что мы нормальные люди. Во-первых, мы можем работать, сделать такой Масштабно праздник, это было масштабный, да, такой праздник. Мы умеем принимать различные делегации и просто простых людей. Там где-то в Мордовии люди заблудились при переезде в какой-то город, но там вся деревня им помогала выбраться, вся деревня их пригласила домой, там, на молоко, везде на так чай, было, да. может быть. Наши в Калининграде, Да. сербы тренировались, тоже хвалили Да. отношения. И самое главное, ни у одного человека, мне кажется, даже и на Западе не было ни одного негативного такого Не было. мнения. Ни Все у ушли одного довольны, не было. да. Россия всегда Я доброжелательная вас понимаю, моя страна. вторая родина, так что. В чем игроки должны преуспеть и выделиться, чтобы носить майку сборной? В первую очередь они должны быть лучшими, каждый на своей позиции лучшими среди всех в России. Футбол командная игра, да, понятно. Но и с другой стороны, футбол командная игра, и многое зависело в данной ситуации от нашего главного тренера Черчеса. Он блестяще провел этот чемпионат. А вы знаете, Хотя многие не согласны с вашим мнением, я вам сейчас скажу, потому что на обороне базировалась. Не важно, а какая разница. На обороне он базировался на самых сильных качествах своих. А сильные качества были как раз в этом плане оборона. В футболе все должно быть... Рассчитано. Нет, все должно быть и оборона, и атака. И тому мы должны уделять внимание, и другому. Если ты упустишь, будешь только в атаке, проиграешь все в обороне. Если у тебя наоборот только чистая оборона, атаки нет. Я считаю, что мы сбалансированы были в этом ситуации. И по возможности наших игроков Черчесов распорядился ими на 100%. Я полагаю, что вы отслеживаете все события в футболе. Кого вы выделяете среди своих коллег как особо талантливого тренера? В Советском Союзе были очень много талантливых тренеров. У нас школа хорошая. И один из самых талантливых, это был, Лобановский. вернее, пара Лобановский и Бесков. У Лобановского направление было приблизительно так, как сейчас играет Атлетико Мадрид. Много прессинга, силовое давление и так далее. У Бескова так приблизительно, как играет Барселона или Манчестер Сити, Гвардиола. Вот. Ну вот мы можем как раз говорить об этих людях, с которыми футбол движется вперед. Какова сегодня ситуация с футболом в России и в странах СНГ? Насколько это вид спорта? Но вне сомнения, что в России футбол явно сильнее, чем в других бывших странах, вернее, бывших наших республик. Но в первую очередь, что Россия богаче. Лига наша, она в финансовом плане более богатая. Сюда приезжают иностранцы более качественные, чем в другие страны бывшего Советского Союза. Но и индивидуальности, например, в южных бывших республиках, сегодня странах Грузии, Украины, Армении, индивидуальности там как и раньше рождались, так и сейчас они есть. Почему? Там все-таки климат более подходит для футбола, он более теплый и позволяет детям, например, круглый год
Тренироваться. Тренироваться круглый год, быть с мячом на воздухе. Там есть у них преимущество. Краснодар у вас тоже есть. Ну, у нас, наверное, один Краснодар. В Краснодаре для футбола все сделано. И такую академию, которая сделана в клубе Краснодар, я думаю, в Европе нет. У Галицкого... Он сам футболист? Был Мне футболист? кажется, нет, он никогда не играл в футбол. Может быть, в детстве играл. Но такую академию создать мог только человек, который любит футбол и очень талантливый. А стадион какой? Да, Ну, такого стадиона, как в Краснодаре, я думаю, в Европе не найдешь. А вы зайдите вовнутрь, вы посмотрите раздевалки какие, вы посмотрите, что в этих раздевалках, какие маленькие бассейны. Все, что ты захочешь для реабилитации футболиста, там все есть. Все сделал, да. Мы, конечно, мы видели Вот и и Реал Мадрид, раздевалки, и Атлетика. Совершенно потрясающий был стадион, тоже Шахтер Донецк, Ахметов, который как раз там тоже внутри было, ну, по самому высочайшему уровню профессиональному. Но и сегодня стадионы в России, если в общем взять, мне кажется, они самые лучшие. Если по всем странам взять, вот количество этих стадионов, они на самом высочайшем уровне. Это хозяйство, которое осталось от чемпионата мира. Мы его должны правильно распорядиться должны. Мы должны распорядиться правильно. А в этом плане происходят какие-то конкретные действия? Действия? Ну, в плане чего? Как распорядиться? Распорядиться? Ну, руководители хотят. Я это вижу, и я думаю, наверное, это правильно, чтобы где эти большие стадионы, чтобы там была хорошая футбольная команда, чтобы она была в премьер-лиге. Но не всегда с спортивной точки зрения получается пока. Но я думаю, в дальнейшем оно должно получиться. Должно получиться. А кто из ваших учеников был самым успешным потом? Самым успешным? Ну, наверное, много, начиная, наверное, от Горлуковича. Он стал олимпийским чемпионом, он играл в Боруссии Дортмунд. Я его знаю. Это вы знаете его? Да, я его знаю. Ну, вот видите как. Он прошел хороший футбольный такой путь. Немножко сейчас с тренерской деятельностью У многих проблема. не получается как раз. У многих не Вот, получается. не совсем получается. Но я думаю, что мы к нему все-таки должны обратиться и вернуться. Он сильный парень, он хорошо знает футбол. Немножко больше доверия надо ему. У вас, наверное, дисциплина на первом месте. Все должны знать, когда обед, когда тренировка. А ваши ученики всегда следуют вашему темпу или бывают нарушения? И как вы относитесь, если они... Ну, я отношусь, что дисциплина, она должна быть все-таки сознательна. Можно любые придумать штрафы, повесить здесь за то, там, 100 рублей за Деньгами другое, да, штрафовать. деньгами можно, 1000 рублей, полок. Ничего это не даст пользы, никакой. Должно войти в голову сознание, что у меня 10 лет в футбол играть. Да. Ты играешь 10 лет в футбол. Как и я играл. Как маленький период, да. Маленький период. За этот маленький период ты должен добиться результата. За этот маленький период ты какой-то финансовый багаж должен для себя приобрести победами, игрой в хороших командах, контрактами и так далее. Если раньше еще в советское время могли помочь государству, то сейчас уже никто не поможет. Ты должен знать, что режим тебе продляет твою карьеру. Режим во всем. Режим хорошей тренировочной работы, режим питание, режим сна, уже не говоря о спиртных напитках, когда лечь спать и так далее. Если это будет сознательно, то штрафы они не нужны. Я не сторонник этих штрафов. Ну, хотя бывает такое.
Насколько важно питание для профессионального спортсмена? Вы сейчас сказали, что одна из составляющих – это питание. Ну, очень важное питание и количество различных калорий, количество различных витаминов. Сейчас многие большие серьезные команды имеют диетологов, который помогает в этом плане. Он не играет главную роль, но он помогает. Также мы знаем, что диетолог хорошо помогает и Месси, и Рональдо. Они имеют финансовые возможности нанять себе диетологов, решить этот вопрос, чтобы они помощь, потому что это очень тяжелая работа. А вы как тренер соблюдаете диету? Или... Но я в целом соблюдаю, но и слушаю свой организм. Свой организм я слушаю. Я его хорошо знаю, поэтому у меня опыт большой. Да, главное слушать свой организм. Диетолога у меня никогда не было. Может быть, в дальнейшем надо с диетологом посоветоваться. У серьезного тренера всегда есть план. Есть представление, как его команда будет выглядеть через пару лет, скажем, вот так. Это то, что отличает хорошего тренера от, скажем, такого обычного, среднего. Я не совсем согласен. Сейчас тренер, я думаю, на 2 года вперед ему сложно что-то загадывать, потому что... Это были времена Лобановского. Это было в советские времена. Я мог загадать с Локомотивом, что через 2 года мы будем там-то или там-то. А через 2 года у нас придет воспитанник оттуда. Через 2 года мы кого-то возьмем. А сейчас невозможно предугадать. Сейчас в большей степени... Перебью. Насколько вы влияете на то, кого из игроков будут приглашать в клуб? Вы как тренер решаете? Я как тренер должен влиять на это. И должен влиять сильно, мощно. Без тренера ни один игрок не должен приходить. Не должен приходить в команду. Почему? Потому что приход игрока – это не компьютерная игра какая-то. Принес его, вернее, привел его игрока, пусть и хороший, но он в схему не подходит. Он не подходит в мое понимание, где он. Но он хороший игрок, но он не подходит. Такое бывает? Бывает зачастую. И вот сейчас проблема, она большая. И у меня проблема такая, и много в российском футболе. Тренеры не решают. Что тренер не всегда решает вот эти моменты. Это большое заблуждение. Тренер профессионал, который 20 лет работает, до этого играл. Наверное, он лучше видит игрока, который нужен на этой позиции. Он его лучше видит и знает, когда будет прогресс у него, талант его. Наверное, люди, которые входят в различные комитеты, люди, которые занимают различные должности в клубе, они меньше знают, они меньше видят, у них нет такого опыта. Они в большей степени могут ошибиться, чем тренер. Тренер тоже ошибается в приглашении игрока. Но эти люди, которые, я по процентам не могу назвать, но, по крайней мере, они ошибутся больше, чем тренер, это однозначно. Если они больше ошибаются, то почему они принимают решения? Вот сейчас во многих клубах даже принимают решения люди, которые никогда эту профессию близко с ней не сталкивались. Вот приходят, и они принимают решения. У них нет
лицензии какой-то определенной. Хотя нужно уже руководителям, чтобы они тоже проходили, по крайней мере, какие-то... Мы же имеем лицензию. Да, тренерскую лицензию. Да, мы имеем лицензию. Без лицензии нас не берут в футбол. А почему на другие специальности, на спортивного директора, там, на генерального? Почему без лицензии берут? Это очень большая проблема нашего футбола. И я вам скажу, когда денег было мало, до 2000-х годах, то на этих должностях были профессионалы. Были профессиональные футболисты, которые заканчивали, он хорошо знает. Были профессиональные там менеджеры. А когда появились деньги, вдруг этих людей не стало, а пришли нанятые менеджеры, которые... Но по профессии они к футболу не имеют никакого отношения. Все понятно, как везде. Вот не знаю, как везде. У нас пока получается так. И это проблема громаднейшая. Громаднейшая российского футбола. Как только мы поправим, так футбол двинется вперед. Среди молодого поколения тренеров, скажем, чуть моложе вас, вы видите кого-то, кто выделяется? Ну, у нас много хороших тренеров. В «Зените» Сергей Симак. Ведь он же бывший футболист, хороший футболист. Он сейчас и хороший, и крепкий тренер. Он будет еще расти. Почему Абрамович никого из русских не взял? Ну как, он Слуцкого же брал. На какой помогал. Слуцкий в Англии не в топ-команде, не в его команде. Не знаю. Мне сложно сказать. Когда были лучшие Лобановский и Бесков, их же тоже никто не взял. А они были лучшие в Европе. Почему? Почему? Каждый защищает свой рынок. Ну, наверное. А сербы вот у нас появляются же. Да, работают тренерами здесь. Ну, как, конечно. Хитрые такие. Конечно. Скажите, пожалуйста, бывают ли настоящие дружеские отношения в мире футбола? Конечно. Я вот по сей день дружу. Мы все время с Газаевым. Мы были не на жизнь, а на смерть конкуренты. Он ЦСКА тренировал, я Локомотив. У нас дружба по сей день сохранялась. Хотя, когда мы играли, были моменты, мы по месяцу не разговаривали друг с другом, были там на что-то обижены, какие-то маленькие нюансы. Он же представляет один клуб, а я другой. Отношения сейчас наладились, да? Дружите? Сейчас они идеальные. А раньше у нас были очень такие резкие отношения. Потому что каждый защищал свои интересы. У вас есть такие люди, которых вы считаете друзьями, проверенные таким фильтром временем? Да, много. Много? Много даже. Много фильтров. Вот про одного сейчас сказал уже, еще много. Да, слава Богу. У меня есть друзья. Это да, это очень. Я дорожу этой дружбой, горжусь, что у нас сохранилось мой близкий друг, мы вместе в Орле жили рядом, актер Валерий Баринов. Мы по сей день дружим, по сей день. Собираемся в различных компаниях после игры, особенно когда выиграешь. Так что у нас хорошая компания. Да. Старая дружба сохранилась все-таки. Да. Спасибо вам огромное за время, которое вы мне выделили. Спасибо за интересный разговор. Я надеюсь, что это не наша последняя встреча. Надеюсь. Дай Бог.